Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Я его ведущая Нала Ковя. Сегодня в программе. Бадр Агунба встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым, прибывшим в Абхазию с рабочим визитом. Санкт-Петербург передал столице новую партию общественного транспорта и спецтехники. Подписано соглашение об установлении побратимских связей между Сухумом в Абхазии и городом Сухумом Сухумского муниципального округа Республики Гана. Укрепляя связи с российскими регионами, Бадр Агунба встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым, прибывшим в Абхазию с рабочим визитом. Во встрече также участвовали премьер-министр Владимир Делба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов, почетный консул Абхазии в Санкт-Петербурге Владимир Бигвава. Главным итогом встречи стало подписание соглашения о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах. Все подробности в материале Гугуцы Вардания. Диалог, проверенный временем. Встречи руководства Абхазии с губернатором Санкт-Петербурга всегда приносят практические результаты. Этот визит не стал исключением. Правительства подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, что придаст новый импульс двусторонним отношениям. Еще в прошлом году мы договорились о подписании этого соглашения. Как раз-таки все согласовательные процедуры с абхазской и с российской стороны пройдены. Считаю, что сегодняшнее событие также является историческим событием. Взаимодействие с российскими регионами – одно из ключевых направлений внешней политики Абхазии, и сотрудничество с Петербургом здесь занимает особое место. Партнерство уже приносит плоды. В этом году северная столица передала Сухуму новые троллейбусы, которые успешно работают на городских маршрутах. Кроме того, укреплению связи способствует и налаженное теперь авиасообщение. И буквально в прошлом году мы открыли аэропорт, и знаю, как непросто было найти и авиаперевозчиков, и борта, которые должны были бы летать в Сухум. Но вы, несмотря на все эти сложности, реализовали этот проект. И буквально за один сезон порядка 10 тысяч человек перевезено авиасообщением жителей Абхазии и Санкт-Петербурга. Это тоже очень важное и ключевое направление. Хотел бы отдельно отметить взаимодействие в области молодежной политики. Буквально недавно я встречался с ребятами, которые посещали самое, наверное, грандиозное представление для школьников и выпускников «Алые паруса». Наши ребята из Абхазии имели возможность, так же, как и их сверстники практически со всего мира, прибыть в Санкт-Петербург и увидеть это неимоверное представление своими глазами, проникнуться этой историей. Знаю, что вы особое внимание уделяли нашим ребятам и поддержке реализации этого проекта. Это все говорит о том, что вы сами лично погружаетесь в эту нашу совместную повестку, что придает, конечно, этому взаимоотношению особый статус. Хотел бы отметить, что президент Владимир Владимирович Путин на встрече с вами подчеркнул, отношения между Россией и Абхазией строятся на основе договора о союзничестве. Как отметил президент России, мы не просто оказываем помощь друг другу, как добрые соседи, но и выходим на новый уровень взаимовыгодных интеграционных связей. Это очень важно. Я хочу сказать, что действительно интеграционные процессы происходят не только с Санкт-Петербургом, но и с другими регионами нашей страны. Хочу вспомнить слова выдающегося государственного деятеля, второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша. Он говорил: народ Абхазии един в стремлении к самым тесным отношениям с Россией. Такой союз – гарант безопасности и процветания республики. Мы эти слова помним.
Это наше совместное действие в этом направлении. И сегодня мы видим, как возрождается Абхазия. Александр Беглов поблагодарил абхазскую сторону за теплое гостеприимство. Губернатор отметил, что даже за короткое время пребывания в республике уже успел прочувствовать ее уникальную атмосферу. Мы почувствовали гостеприимство, почувствовали себя как дома. Спасибо большое. Вы знаете, мы вот посидели в кафе, вот там обсуждают всех президентов, нас обсуждают как народного президента. Вот, поэтому я хотел бы отметить, что действительно команда работает слаженно, вот, нет каких-то занудных вещей, всегда зеленый свет, всегда все вопросы решаются быстро, я хочу сказать, это очень важно. Новым приоритетным направлением стороны назвали сотрудничество в сфере здравоохранения. Санкт-Петербург готов делиться передовым опытом цифровизации медицины и внедрения системы бережливых поликлиник, главная цель которых – сберечь время и нервы пациентов. Также Петербургский международный центр сердца готов организовать обучение для молодых абхазских кардиологов, принимать специалистов на практику и при необходимости направлять ведущих российских врачей в клинике Абхазии. Также обсуждалось взаимодействие в туристической сфере, в частности, идея закрепить туристические агентства за конкретными санаториями, чтобы туристы приезжали целенаправленно, а не искали место самостоятельно. Люди понимали, что они приедут, получат соответствующую услугу, и им гарантируют соответствующее качество, что здесь им все будет хорошо, и абхазская сторона гарантирует им хорошее обслуживание. В завершении официальной встречи Бадра Гунба и Александр Беглов обменялись памятными подарками. Гугу Цавардания, Фатима Гергия, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Санкт-Петербург передал столице новую партию общественного транспорта и спецтехники. Подробности в следующем репортаже. Столица Абхазии получила новую партию специализированной техники. Санкт-Петербург в подарок Сухуму передал 3 современных троллейбуса, а также специализированную машину для обслуживания и ремонта контактной сети троллейбусов и автомобиль скорой медицинской помощи. Новая спецтехника позволит повысить качество перевозок, укрепить коммунальные и экстренные службы столицы. Мы в ожидании сейчас губернатора Беглова Александра Дмитриевича, чтобы выразить ему благодарность за тот такой подарок, который он сделал. Ленинград, сейчас Санкт-Петербург, и так всегда был для нас любимым городом, а сейчас стал еще ближе. То ехается за хамта, потуах, все это бесфялое гоза. В торжественной церемонии передачи спецтехники приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, глава администрации города Тимур Агарба и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они осмотрели машины, пообщались со специалистами и отметили важность дальнейшего сотрудничества, направленного на развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Практики у нас, если какие-то сложные направления специалистов готовы прислать сюда специалистов. Я знаю, у вас кардиологи там необходимы, с нашим хирургическим центром взаимодействия, педиатрия. Начальник Сухумского троллейбусного управления поблагодарил Александра Беглова за поддержку, отметив, что новый транспорт отличается комфортом для пассажиров и оснащен системой кондиционирования. Хочу выразить благодарность от всего коллектива троллейбусного управления за переданный подвижной состав от города Санкт-Петербург. Хочу поблагодарить администрацию города Санкт-Петербург. Получили 13 троллейбусов, из них 3 последние приехали и автовышка еще. Помимо этого были наши ребята, механики были отправлены в Санкт-Петербург на обучение этого подвижного состава. И водители. Поддержку получили не только жители столицы. Селу Куланархуа Кудаутского района передали новый школьный автобус. Дами Акшба, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, находящийся с рабочим визитом в Абхазии, премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба и мэр Сухума Тимур Агарба почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Они возложили цветы к мемориалу в парке Славы.
Санкт-Петербург поможет реконструировать многоотраслевой колледж в Сухуме. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр просвещения Хана Гунба и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетили учебное заведение, ознакомились с его состоянием и обсудили проект реконструкции. Подробности в репортаже Шазины Ханагуа. Вначале делегация осмотрела территорию, прилегающую к колледжу. Директор Джумбер Мушб отметил, что они мечтали о ремонте 30 лет, и, наконец, эта мечта сбывается. Премьер-министр Владимир Делба подчеркнул, что это очень важный и значимый проект. На самом деле Санкт-Петербург масштабную поддержку оказывает нашей стране, и об этом в начале начали говорить о том, что необходимо отремонтировать учебное заведение. Вот наши коллеги откликнулись. Теперь уже на стадии проекта, как мы слышим, совсем скоро будем знать уже этапы, когда что будет происходить. Вопросы финансирования, как сказал губернатор, уже по сути решены. Затем состоялось рабочее совещание, посвященное модернизации образовательного учреждения. Для нас это начало новой важной главы в системе образования, отметила министр просвещения Хана Гунба. Среднее профессиональное образование в Абхазии требует серьезных решений. Реорганизацию и улучшение материально-технической базы. Потребность в данных специальностях остается очень высокой. Мы видим за последние годы, как достаточно активно развивается инфраструктура страны, появляются новые предприятия, которые нуждаются в специалистах разного направления. И потребность есть, и желание есть. Нам необходимо подготовить образовательное учреждение, площадку для быстрого освоения таких специальностей. Такой первый проект. Очень надеемся на то, что действительно будет реализован. Я от имени Министерства просвещения Республики Абхазия хочу выразить глубокие слова благодарности, Александр Дмитриевич, вам, руководству Санкт-Петербурга, за то, что вы откликнулись и решили помочь в восстановлении такого важного образовательного объекта. Хана Гунба подчеркнула, что, несмотря на сложные условия, колледж пользуется популярностью. Здесь сформировался устойчивый педагогический коллектив, который обеспечивает качественное образование. В свою очередь, Александр Беглов представил эскизный проект реконструкции многоотраслевого колледжа, отметив, что он практически утвержден. Показали его уважаемому господину президенту. Насколько я понимаю, мы утвердили вариант номер 2. Да. Это со строительством дополнительного реконструкции основного корпуса, да, и со строительством нового корпуса с общежитием. Это спортзал и, конечно, общежитие для студентов и для возможных преподавателей. Александр Беглов предложил направлять студентов из Абхазии на обучение в колледже Санкт-Петербурга по наиболее востребованным для республики специальностям. В этом году 6 выпускников общеобразовательных школ республики будут поступать в колледжи Санкт-Петербурга. 2 выпускников многоотраслевого колледжа в этом году стали студентами Красноярского института гастрономии. 78 человек, которые закончили в этом году, повара и кондитеры, они трудоустроены, они востребованы на сегодняшний день. И если будет возможность дальше, этот ремонт будет сделан, да, и мы будем стараться и другие направления задействовать там, которые востребованы в Абхазии. Есть такие профессии, которые не выпускают другие учебные заведения. Затем премьер-министр Абхазии Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, спикер парламента Лаша Ашуба и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетили Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Александр Беглов подарил собору икону Спасителя в серебряном окладе с лампадой. Глава Абхазской православной церкви Ирей Виссарион наградил губернатора Санкт-Петербурга орденом святого апостола Симона Канонита. Мы учредили орден апостола Симона Канонита. И первый, кто награжден, это был святейший Владимир Владимирович Путин. И вот второй будете вы и владыка Варсонофий. Так, прошу. Прошу. Это орден апостола Симона Канонита. Вот вы третий человек, который получает ее. Это впервые. Шазина Ханагуа, Давид Хашик, Абхазское телевидение.
В рамках рабочего визита в Абхазию губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в сопровождении премьер-министра Владимира Делба, депутата Народного собрания Астамура Герхеля и заместителя главы администрации города Сухум Автандила Сурманидзе посетил блокадницу Нонну Мологлы, проживающую в новом районе столицы. Александр Беглов пришел с подарками. Он привез Нонне Мологлы сервиз, гостинцы из Санкт-Петербурга, оренбургский платок и блокадную тарелку. В ходе визита он пообещал заменить в ее квартире окно и установить кондиционер. Беглов пригласил блокадницу на отдых в Санкт-Петербург. В эти дни в республике находится официальная делегация Ганы. С делегацией встретился глава МИД Олег Барциц, после чего было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Сухумом в Абхазии и городом Сухумом Сухумского муниципального округа Республики Гана. Нала Чинжери расскажет детали. В Абхазии в эти дни находится делегация из Республики Гана, а именно гости из Сухумского муниципального округа города Сухум. Во главе делегации правитель города Сухум Барима Амуака Дарко. Открывая встречу двух одноименных городов, мэр нашей столицы Тимур Агрба выступил перед гостями с приветственным словом. Ваше присутствие здесь, в Сухуме, лучшее подтверждение того, что мы укрепляем наши связи. Вы всегда желанные гости, и мы гордимся тем, что наша дружба, официально закрепленная сегодняшним соглашением о побратимстве, станет флагманом развития более масштабного сотрудничества между нашими государствами. В свою очередь, заместитель правителя города Сухум Республики Гана Франко Дансо отметил, что их делегация прибыла не для того, чтобы просить о помощи, а чтобы пригласить инвестировать абхазских бизнесменов в новые возможности, которые представляет ганский Сухум. С глубокой честью и искренней признательностью я выступаю перед вами сегодня от имени вождей, муниципального собрания и жителей Сухума в восточном регионе Республики Гана. Я хочу выразить нашу сердечную благодарность правительству и народу Республики Абхазия за ваше теплое гостеприимство и возможность поделиться нашим видением партнерства, выходящего за рамки дипломатии и охватывающего инвестиции, инновации и устойчивое развитие. Затем слово предоставили королю города Сухум Барима Амуака Дарко. Выступая перед абхазским правительством, он пригласил от своего лица народа Абхазии к себе в гости. Также он отметил, что в Сухумском округе Ганы преобладает агропромышленный потенциал и что Абхазия очень близка в этом вопросе. Также, по словам правителя, они будут способствовать открытию культурного центра двух Сухумов у них в муниципальном округе. В нашей стране, в Гане, земли принадлежат главам. Перед тем, как предприниматели хотят получить земли, им нужно обращаться к вышепоставленным лицам. Только после этого у них будет определенные права. Мы хотим это изменить и превратить муниципалитет в другую вещь. И также построить взаимоотношения между двумя представителями Сухума. И здесь мы находимся именно для этого. После официальной части началась церемония подписания соглашения об установлении побратимских связей между двумя городами Сухум из Абхазии и Ганы. Соглашение подписано. И, конечно же, подарки. Мэр столицы Тимур Агрба вручил королю Сухумского муниципального округа города Сухум абхазский посох. Правитель Барима Амуака Дарко вручил Тимуру Агрба их национальное одеяние – ганский шарф и бусы. Далее делегацию принял министр иностранных дел Олег Барциц. Он отметил, что Абхазия активно работает над установлением взаимовыгодного сотрудничества с государством Африки. Мы рады приветствовать вас, представителей Республики Гана, в Республике Абхазия, в столице нашей страны, городе Сухум. И рады вашему визиту.
хотим поблагодарить от лица Министерства иностранных дел и от себя лично. Благодарю вас за ваш визит в Абхазию. Вы проделали долгий путь, и сегодня вы у нас в гостях. Мы очень рады этому событию. Глава ганской делегации, традиционный лидер, король города Сухум Барима Амуага Дарко подчеркнул готовность установить прочные партнерские отношения с Абхазией. Мы уже заметили, насколько город красивый, интересный. И я считаю, что дело не только в названиях города Сухум и муниципалитета Сухум. Я считаю, что наши предки заложили основу для того, чтобы мы сегодня прибыли в Абхазию с такой ответственной миссией. Таким возможностям, и они однозначно будут положительно реагировать на подобные предложения. Мы находимся здесь для того, чтобы сделать жизнь наших людей лучше, как у вас, так и у нас. И во благо наших народов мы готовы координировать, более тщательно изучать разные проекты, которые мы можем предложить. Я хочу вас убедить в том, что это не разовое событие, наш сегодняшний визит. Мы готовы регулярно посещать вас и ждем от вас вашу делегацию к нам. Мы готовы обсуждать разные проекты в совершенно разных сферах, будь то культура, экономика, культурный обмен, студенческий обмен, инфраструктура и так далее. Город Сухум занимает одно из самых стратегически важных мест в Гане. Муниципалитет расположен в самом оживленном транспортном коридоре страны, связывающем восточную и северную часть республики. Ганский Сухум обладает плодородными землями, и сельское хозяйство остается основой местной экономики. Фермеры выращивают высококачественное какао, кешью, кукурузу, бананы и другие виды культур. Налач Хинджирия, Раму Камкия, Абхазское телевидение. В МИД Абхазии состоялась встреча министра Олега Барцыц с представительницей абхазской диаспоры из Турции, доцентом университета Аднана Мендереса Эльчин Адзенба. Эльчин Адзенба подробно проинформировала о своей деятельности по продвижению на международных площадках гуманитарной повестки, включая защиту прав и культурной идентичности абхазского этноса. Со своей стороны глава МИД отметил востребованность последовательных усилий по донесению до мирового сообщества объективной информации об Абхазии. Он также подчеркнул важность участия соотечественников из диаспоры в работе на международных правозащитных площадках и выразил Эльчин Адзенбе искреннюю благодарность за ее благородный труд, преданность исторической родине. Группа из 18 российских врачей прибыла в командировку в Абхазию. Их направили во все лечебные учреждения страны, как в районные, так и в городские, а также в республиканскую больницу и республиканскую детскую больницу, рассказал глава Минздрава Астамур Гуния. Среди российских врачей есть специалисты редких специальностей – детские психиатры, неврологи, педиатры, реаниматологи, анестезиологи, инфекционисты. Я рада, что мои знания и навыки могут быть полезны для оказания медицинской помощи деткам. Хочу выразить благодарность руководству больницы в лице главного врача Инессы Зауровны Камлия за комфортные условия, созданные на рабочем месте, за отсутствие практически периода адаптации в силу качеств личных и профессиональных медицинского персонала. Накануне своего отъезда знаменитый российский актер Сергей Безруков встретился с главой города Сухум Тимуром Агрба. Их совместная прогулка началась у знаменитой колоннады. Прогуливаясь пешком вдоль побережья, они не только любовались живописными морскими пейзажами в лучах солнца, но и вели непринужденную дружескую беседу. Тимур Агрба подробно рассказал гостю об археологических раскопках, которые сейчас активно ведутся прямо на набережной, и поделился деталями о последних уникальных находках ученых. Еще одной важной темой разговора стало благоустройство. Глава города отметил, что 2026 год объявлен годом озеленения республики. В связи с этим мэр предложил актеру в следующий визит обязательно посадить в Сухуми дерево. На прощание Сергею Безрукову преподнесли памятный подарок – монету национальной валюты Абхазии Абсар, выпущенную в год 25-летия Победы в Отечественной войне. Мэр города искренне пожелал актеру новых успехов во всех дальнейших начинаниях. Столица Абхазии прощается с дорогим гостем, но обязательно ждет его возвращения. Я надеюсь, я буду сюда приезжать. Хочу с семьей. Знаете, как одному отдыхать нехорошо. Надо с семьей отдыхать. Я уже сообщил
и супруга, и дети. Мы очень хотим. Самое главное теперь найти свободное время. Вот. Но я рекомендую, конечно, здесь совершенно потрясающий климат, такой особенный, такой прям оазис, такой райский уголок. Ну и, конечно же, хорошо. И радушное гостеприимство, конечно. Ну, абхазское гостеприимство, оно славится, оно здесь уже известно. Но я в этом убедился еще раз. Так что приезжайте в Абхазию. Международный олимпийский комитет временно восстановил Олимпийский комитет России. Об этом говорится в официальном пресс-релизе организации. Это касается решений, рекомендующих допускать российских спортсменов в нейтральном статусе и запрещающих допуск к командным соревнованиям. Также отменены все проверки на нейтральность, снят запрет на проведение международных соревнований в России. Однако уточняется, что сам МОК не будет организовывать мероприятия в России. Решение при остановке членства ОКР действовало более 2 лет, с 12 октября 2023 года. Министр спорта России уже прокомментировал решение. Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 2023 года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет. Все, оно в истории. Точка поставлена. Ну а мы вместе будем продолжать по поручению президента России Владимира Владимировича Путина восстанавливать все виды спорта, все сборные России с флагом, с гимном на международных стартах. Также очень важно, что МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить в России чемпионаты мира, международные турниры. Мы этим обязательно воспользуемся. Ну и отдельное дело Российского антидопингового агентства тоже сдвинулось с мертвой точки. Приняты изменения в федеральный закон, они подписаны президентом, одобрены ВАДой, Всемирным антидопинговым агентством. Ну и теперь мы будем выходить из судебных тяжб с ВАДой и ожидаем в этом году, в ближайшее время, аудит нашего агентства здесь, в Москве, в России. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр стартовал международный турнир по баскетболу среди мужских команд на Кубок памяти Сергея Багапш. В борьбе за главный трофей вступили 8 команд из Абхазии и России, Владикавказ, Шахт Волгограда, Краснодара, Славянска на Кубани, Черкесска, а также Апсны-1 и Апсны-2. Турнир проводится с 2011 года, и нынешние соревнования стали уже 16-ми по счету. Организаторами турнира выступает Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерации баскетбола Абхазии при поддержке компании «Амобайл». Судейскую коллегию возглавляет почетный мастер спорта Николай Гущин. Я помню еще, когда он начал играть за сборную Абхазии в баскетбол. Выбрал баскетбол, потому что она больше к нему и по росту, и по всем этим данным подходила. И он стал один из таких ведущих баскетболистов сборной Абхазии. Там они были чемпионаты Грузии, они выступали, и много было сделано в спорте. Он стал первым президентом баскетбольного нашей федерации баскетбола Абхазии. И тогда было, конечно, заложено вот все основы, которые мы сейчас видим сегодня,
было заложено тогда. А потом в 2011 году, когда Сергей Васильевич умер, в тот же год мы провели уже памяти. За эти 16 лет, конечно, очень много вырос. В каком плане? И наши баскетболисты тоже, встречаясь уже с такими мастерами, которые приезжают сюда на эти турниры, они тоже начали подтягиваться и уже становятся более профессиональными баскетболистами. До 12 июля включительно продлен прием заявок на участие в конкурсе фестиваля «Музыка гордых», финал которого пройдет в Сухуми 26 августа. Проект приурочен ко Дню признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации. Реализуется при поддержке администрации президента Абхазии, администрации президента России и Президентского фонда культурных инициатив. Содействие в проведении мероприятия на территории республики оказывает Минкульт Абхазии. Для участия необходимо до 12 июля заполнить заявку на сайте музыкагордых.рф и прикрепить видеозапись живого исполнения музыкального произведения. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Песня о родине», «Песня о любви», «Песня о семье», «Песня о защитниках страны», «Голоса народа в России», «Голоса Абхазии», «Специальный приз». Возраст участников не ограничен. Песни финалистов также прозвучат в федеральном эфире радио «Гордость». И в завершении выпуска о погоде. В среду 8 июля в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и в полдень местами кратковременный дождь, гроза. Высокий индекс ОФ. Температура воздуха ночью 15-20, днем 21-26. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.